Не стало Зиры Гапоевой, одной из первых журналистов и дикторов северо-остинского телевидения и радио. Выпускницу театрального училища, которая 6 лет проработала в Остинском театре, на телерадиокомпанию привел случай. Позже она называла его самым счастливым в жизни. Актриса театра в юбилей Максима Горького в качестве гостя читала стихи для радиоэфира. У ведущего программы внезапно пропал голос, и Зире Гапоевой пришлось его заменить. Тогда же она познакомилась с легендарной Марией Цекуловой, которая сделала ей комплимент по поводу красивого голоса. И Мария Цекулова и стены радио запали в душу девушки. А через 2 года, когда Мария Цекулова уехала в Баку, ее пригласили на работу. Зрителей и слушателей Зира Гапоева сразу покорила своим необыкновенным голосом. Автор программы о деятелях театрального и музыкального искусства прививала культуру и любовь зрителям, раскрывала таланты, питала большое уважение к сельским труженикам, посвятила им много программ. А к первому съезду остинских женщин подготовила передачу «Хахты-Чижита». Зира Гапоева оставила яркий след в сердцах телезрителей, радиослушателей и коллег. Ей было 95 лет. Это имя, конечно же, для нашего поколения, старше и чуть младше, это было очень желанным появлением на экране. Зира – это такая светлая личность. Это одна из первых наших дикторов. Удивительная культура речи. Такая внешность располагающая. Это, конечно, очень важно для экранного деятеля. Зира была профессионалом в своем деле. Она не только на телевидении, она долгое время работала на радио. И всегда отличалась именно такой ответственностью и такой культурой речи. Каждое слово, произнесенное ею, это было слово, прочувствованное. Каждое ее слово, каждое сказанное ею слово, это шло от сердца. И потом ее прекрасное знание языка, как осетинского, так и русского, просто чувствовалось в каждом ее слове. Она прожила очень достойную жизнь. У нее прекрасные младшие. И сегодня, прощаясь с ней, хочется пожелать им, чтобы они достойно несли ее святое имя.